Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии южной группировки войск нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Григоровка, Красная и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan di arah Donetsk Selatan dan Saporosi, serangan udara dan tembakan artileri dari kelompok pasukannya menyebabkan kekalahan pada unit militer Ukraina di wilayah pemukiman Ukledar, Pavlovka, Novopol Republik Rakyat Donetsk, Malinovka, Malaya Tomatska, dan Novodanilovka di wilayah Saporosi. Hal itu diungkap Kemhan Rusia dalam laporan kemajuan operasi militer khusus pada Sabtu 13 Mei 2023. Selain itu, tindakan kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina dihentikan di area pemukiman Novomayorskoye di Republik Rakyat Donetsk. Pada siang hari di arah ini, kerugian musuh berjumlah lebih dari 155 prajurit Ukraina tewas dan terluka, 14 kendaraan serta sistem artileri M777 buatan Amerika Serikat. Di arah Kherson, akibat kerusakan dan kebakaran, hingga 20 prajurit Ukraina, 3 mobil dan 1 senjata Hyacin B dihancurkan dalam sehari. Selain itu, gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina juga diklaim dihancurkan di dekat kota Nikolaev. 12 мая около 18 часов 30 минут по московскому времени боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милан» в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобритании авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам. В результате удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Есть разрушение ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе 6 детей. Истребительная авиация ВКС России, наносивший ракетный удар по луганскому самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, сбиты. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Синьковка, Куриловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районах населенных пунктов Берестовое и Тимковка Харьковской области пресечены действия 2 украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 170 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация». На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиации огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. На данном направлении за сутки уничтожено до 75 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, самоходная гаубица «Акация», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Донецком направлении штурмовыми отрядами освобожден квартал северо-западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии южной группировки войск нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Григоровка, Красная и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в данном районе авиации совершено 9 самолетовылетов. Артиллерия группировки выполнена 98 огневых задач. За сутки на данном направлении уничтожено более 285 украинских военнослужащих и наемников, 2 танка, 3 боевые машины пехоты, 4 бронетранспортера, 4 автомобиля, 2 самоходные гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки Вооруженных сил Украины. На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новополь Донецкой Народной Республики, Малиновка, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области. В районе населенного пункта Новомайорская Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 155 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США. На Херсонском направлении в результате огневого поражения
За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, а также 1 пушка «Гиацинт-Б». Кроме того, в районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины. Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 74 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 114 районах. В районе населенного пункта Новодмитровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиационная станция наведения целей украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Красная Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Также в районе города Запорожье уничтожен склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники. Истребительная авиация ВКС России. В районе города Купянск Харьковской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены 3 реактивных снаряда систем залпового огня «Хаймарс». Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великий Выселок, Дворечная Харьковской области, Белогоровка, Кременная, Сватово Луганской Народной Республики, Веселая Донецкой Народной Республики, Мировое, Пологи Запорожской области, Корсунка и Крынки Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 424 самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитно-ракетный комплекс, 9119 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4806 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10167 единиц специальной военной автомобильной техники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.